День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Вакцина закуплена в достаточном количестве, пик заболеваемости прошел, обстановка находится под контролем. Расскажем о ситуации с корью в республике. Корь – серьезные заболевания, чреватые различными осложнениями, пневмонией, энцефалитой, которые могут привести к смерти пациента. Работа для каждого. Как в регионе решается проблема с трудоустройством. Сейчас мы рассматриваем службу занятости как такое кадровое агентство. Первый на Дальнем Востоке, в столице региона, открылся ультрасовременный ангиографический кабинет. Буквально в конце года у нас вышел указ главы по оказанию специализированной медицинской помощи на территории республики, где конкретно прописаны мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг. Как теперь будет решаться проблема безнадзорных животных? В силу вступили новые поправки в федеральный закон. Лучше бы создавали бы приюты, которые были бы надежные для собак, надежные для людей. Помочь определиться подросткам со своими целями на будущее Якутия вступила в федеральный проект «Юнармия. Наставничество». Все нормально? Да. Я рад вас видеть. Уже все юноармейцы, молодцы. Точку в споре, где же все-таки находится полюс холода, намерены поставить участники уникального проекта для туристов-экстремалов. Уже поставили одну палатку и очень хорошо ее оценили. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был сбит по ошибке иранской ракетой ПВО. В заявлении Генштаба вооруженных сил Ирана отметили, что во время авиакатастрофы, которая произошла через несколько часов после ракетных ударов, в связи с возможным ответом США на ракетные удары страны по американским базам в Ираке, значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов. Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны. В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан, говорится в заявлении Генштаба. Также в заявлении отмечается, что самолет во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект. Безусловно, очень напряженным выдались первые числа января не только на Ближнем Востоке, но и для всего человечества. А началось все еще 27 декабря 2019 года, когда неизвестные боевики выпустили по американской авиабазе в Ираке более 30 ракет. В результате бомбежки погиб один гражданский. США обвинили в атаке ливанскую военную организацию Хезболла и ополченцев сил народной мобилизации Ирака. Однако никто из них не взял ответственность за удар. И уже 3 января 2020 года США по прямому приказу Дональда Трампа нанесли авиаудар по боевикам вблизи международного аэропорта в Багдаде. В результате обстрела погиб Касем Сулеймани, национальный герой Ирана, генерал элитных войск страны. 8 января Иран выпустил 15 ракет по американским военным базам, назвав эту операцию «Мученик Сулеймани». От бомбежек погибло более 80 солдат, и Иран назвал свою месть состоявшейся. Мир замер в ожидании глобальной войны, ожидая ответных действий со стороны Белого дома. И, наконец, президент Америки обратился к населению. Мир ожидал, что США объявит Ирану войну, но Дональд Трамп лишь анонсировал строжайший набор экономических санкций. Также он заявил, что погибших среди военнослужащих нет, а базам нанесен незначительный урон. Истерия вокруг возможной ядерной войны ушла после выступления Трампа, но холодная война на Ближнем Востоке продолжается, а условий для разрядки конфликта не предвещается. На фоне этих событий не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком рекомендовала Росавиация российским авиакомпаниям. Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано не совершать полеты и над Персидским и Оманским заливами. Это связано с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов. Категорически против иностранного вмешательства в ситуацию в Иране и о своих обязательствах вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности заявили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган, которые на этой неделе в Стамбуле приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Вместе с ними символический вентиль повернули премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.
среду президенты России и Турции, а также их коллега из Сербии и премьер-министр Болгарии приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала эксплуатации газопровода «Турецкий поток». Выступая перед символическим поворотом вентиля, Владимир Путин рассказал об особенностях проекта, состоящего из двух параллельных ниток, проложенных по дну Черного моря. Установлено в том числе на более чем 2-километровой глубине свыше 1800 километров труб. Это сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа. Ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде. Реджеп Таип Эрдоган, помимо технического и экономического, обратил внимание на геополитический контекст, который сложился на Ближнем и Среднем Востоке в связи с конфронтацией между Ираном и Соединенными Штатами. Отношения Турции с ними также не безоблачны. Никто не имеет права бросать весь регион, особенно Ирак, в огненное кольцо в угоду собственным интересам. Как государство, способное говорить со всеми сторонами, мы продолжим вести интенсивную дипломатию. Он надеется, что напряженность разрядится и возобладает здравый смысл. Турецкий поток рассматривается в качестве альтернативы украинской газотранспортной системе. Общая протяженность трубопровода – 1100 километров. Мощность каждой из двух веток – около 16 миллиардов кубометров газа. По одной топливо будет поставляться в Турцию, по другой – в Сербию, Венгрию и соседние страны. Поставки в Болгарию уже начались. Потенциальным конкурентом турецкому потоку станет в 2025 году проект «Истмед» длиной 1900 километров и сравнимой мощности. В нем участвуют Израиль, Греция, Италия и другие государства Южной Европы при поддержке Евросоюза и Соединенных Штатов. По трассе «Истмед» будет прокачиваться газ из израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита». Ранее Эрдоган заявил, что без участия его страны невозможны никакие инфраструктурные проекты в Восточном Средиземноморье. К событиям республиканским. Внезапная вспышка кори всерьез заставила поволноваться жителей Якутии. На минувшей неделе борьбу со вспышкой продолжили. По словам специалистов, эпидемическая обстановка находится под контролем, пик заболеваемости прошел. Тем не менее, как скажутся длинные новогодние каникулы и резкое потепление на детской заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ, выяснял Сергей Михедов. Чем занять детей в новогодние каникулы? Этот вопрос родители решали по-разному и очень часто выбирали простейший вариант – посмотреть новогоднее представление. За время новогодних выходных мы посетили несколько самых популярных театров, где показывали сказки для детей. И в каждом из них был полный зал. Каждый день у нас проходят утренники по несколько раз в день. Всегда с большим удовольствием дети приходят. Несмотря на отмену в целях безопасности детей из-за вспышки кори практически всех городских елок, новогодние спектакли никто не отменял. На протяжении почти 2 недель ребятишки с огромным удовольствием в театрах смотрели представления, находясь друг от друга на расстоянии вытянутой руки. А ведь этого вполне достаточно, чтобы передать грипп или ОРВИ. В столичных театрах завершается показ новогодних сказок, и в Якутск как раз вовремя пришло резкое потепление. Сейчас дети переместились из театральных залов во дворы и на площади, где почти весь день катаются на горках. Проводя несколько часов лицом к лицу в очередях, чтобы прокатиться, уже к вечеру у ребенка поднимается температура, и болезнь выдает себя. По острым респираторным заболеваниям по городу Якутску на сегодняшний день у нас наблюдается сезонный подъем заболеваемости, но встречаются единичные случаи гриппа H1N1. Теплая или холодная погода на уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями не влияет практически никак, говорит заместитель главного врача детской инфекционной клинической больницы. Чтобы не заболеть ОРВИ, достаточно хорошо питаться, отдыхать и принимать витамины. Эпидподъем возникает после Нового года. Связано это все-таки с тем, что дети после новогодних каникул начинают учиться, идти в садик, учащается частота контактов. Соответственно, если ребенок не вакцинирован, ребенок больной пришел в, предположим, дошкольное учреждение, то он подвергает опасности всех окружающих.
Единственный и самый верный способ избежать грипп – это вакцина. Ставят ее обычно осенью, поэтому сейчас ее получение ничего не даст. Иммунитет к опасной инфекции организм попросту не успеет выработать, говорит специалист. Какими способами пользуетесь, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ? Ну, тепло одеться самое главное. И питаться витаминками. Мазью, оксалина и перекисью водорода. Противовирусными, виферон. Все. Все равно болеем. Чуть-чуть. Все равно болеешь, что делать? Новогодние каникулы подходят к концу, и школьники начинают возвращаться в классы за порцию новых знаний. Ожидать ли резкой вспышки гриппа или ОРВИ, покажет только время. Но все-таки будет не лишним пропить курс витаминов. Ведь береженого и Бог бережет. Сергей Михедов, Семен Семенов. Якутия день за днем. Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по вопросу эпидемиологической обстановки в республике. Илдархан проконтролировал исполнение плана оперативных мероприятий по локализации вспышки кори в Якутске. Как стало известно, Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Перед ответственными службами республики стоит задача повторной иммунизации населения. Необходимо начать вакцинацию в районах. Активная миграция населения в новогодние праздники может спровоцировать вспышку кори за пределами столицы. По последним данным, число заболевших корью по республике составляет 71 человек, в том числе 21 ребенок. 68 из заболевших выздоровели. Все случаи заболевания были средней тяжести, сообщила министр здравоохранения Елена Борисова. Накануне мы пообщались с профессором кафедры педиатрии и детской хирургии мединститута СВФУ, главным внештатным детским инфекционистом Минздрава Республики Татьяной Дмитриевой. И вот что она нам рассказала о ситуации со вспышкой кори, так взволновавшей жителей региона. Ситуация относительно стабильна. Корь – серьезное заболевание, чреватое различными осложнениями, пневмонией, энцефалитой, которые могут привести к смерти пациента. Поэтому профилактика кори – чрезвычайно важное мероприятие. Самая лучшая профилактика – это вакцинация. Но сейчас, в ситуации вспышки эпидемической по кори в нашем городе, в республике, для того, чтобы не заболеть корью, нужно строго придерживаться противоэпидемических мероприятий, которые назначены. То есть соблюдать карантин, не посещать массовые мероприятия, избегать контакта с заболевшими. Не только корью, но и ОРВИ, носить маску. И по возможности и уточнить свой иммунный статус, то есть узнать, есть ли у вас иммунитет, то есть антитела после заболевания перенесенного, может быть, или после вакцинации. Если этих антител нет, значит нужно вакцинироваться. Практически все иммунологические лаборатории города делают такие исследования, в частности, например, лаборатория медицинского института СВФУ. Катаральный период протекает именно как ОРВИ. Это может от 2 до 7 дней длиться. Клиника катарального периода, характерно появление конъюнктивита. Затем появляется сыпь. Начинается она с лица, потом лицо, шея и верх туловища – это первый день, второй день – туловище и верхней части рук, и третий день – это ноги и дистальные отделы рук. В нашей ситуации сейчас каждое ОРВИ надо рассматривать как потенциальный возможный это кори. Если человек не вакцинирован, то это может начало быть кори. И любая сыпь, если вообще появилась сыпь, любая сыпь, конечно, должна рассматриваться как возможное начало кори. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении. Программа переселения из аварийного жилья и льготная ипотека. Жители республики продолжают улучшать свои жилищные условия. Работа найдется для каждого. Как решается проблема трудоустройства в регионе? Мы продолжаем.
Перечень кредитных организаций, участвующих в программе «Дальневосточная ипотека», расширен до 14 банков. Сейчас ипотеку по 2% уже выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк Дом.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу войдут также Банк Открытия, Восточный, Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмаз-Иргиенбанк. Об этом сообщили в Минвостокразвития России. Полный список банков-участников опубликован на сайте Дом.РФ, который выступает официальным оператором программы. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8 800 301 54 45. Звонок бесплатный. Тем временем более 330 тысяч квадратных метров жилья ввели в Якутске в прошлом году. Из них 269 – это многоквартирные дома, остальное – это объемы индивидуального жилищного строительства. Сейчас активно ведется работа по реализации муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года. В первый этап включены 244 дома, в них проживает более 800 человек. Ну а самые крупные объемы аварийного жилого фонда находятся на юго-западе Якутии, в Ленске. Неудивительно, здесь до сих пор люди живут в деревянных домах, построенных в середине минувшего века и переживших 2, а то и 3 наводнения 1968, 1998 и 2001 года, когда деревянный жилфонд практически весь ушел под воду. Обвалы крыш прямо в квартиры, туалетов прямо под пол, трещины в стенах. Репортажи об этих бедствиях наш телеканал показывал не раз. В новый этап переселения в Ленске попало более 200 домов. Тему продолжит Анна Кожевникова. Давно требует реконструкции. Это центральная часть Ленска. Деревянные двухэтажные дома были построены в числе первых в городе. Их жители до сих пор пользуются удобствами во дворе. А тем временем дома находятся прямо напротив административных зданий города и района. Заселялись в числе первых, выезжают последними, хотя многие квартиры уже смотрят на центральную улицу города пустыми и темными окнами. Но большинство жильцов этих 3 домов ждут квартиры в новостройках. Это мечта, которую они лелеяли уже на протяжении многих лет. Но вот когда она осуществится, ждали к новому 2020 году. Но елку, сказали в администрации, ставить можно. Дома, построенные для них, были сданы под самый Новый год. Сейчас идет этап оформления. На сегодняшний день идет процесс постановки на кадастровый учет, регистрации права собственности, переход права собственности на муниципальное образование города Ленск. Я надеюсь, что буквально в течение января месяца мы всех людей переселим и этап 2019 года закроем. Чтобы было понимание, этап, скажем, 1 года, он длится в течение 2 календарных лет. То есть этап 2019 года закроется 31 декабря 2020 года. Всего ждут квартиры в новостройке 77 владельцев аварийного жилфонда. По последним данным отдела переселения городской администрации, ключи будут выданы в 20-х числах января. А вот большая часть желающих получить вторичное жилье новоселье отпраздновали еще в 2019 году. Для них было закуплено 68 квартир. Скажем, в этом году было принято решение по выкупу вторичного жилья для того, чтобы предоставить людям, проживающим в аварийном жилфонде. В первую очередь это было сделано для того, чтобы как можно быстрее людей переселить из аварийного жилья в нормальные условия, чтобы, скажем, люди до конца года могли переехать и Новый год встречать уже в нормальном, благоустроенном жилье. Это первый этап, и сложностей возникает немало. Например, изначально все контракты на приобретаемые квартиры заключались в Якутске, дирекции жилищного строительства. А на переход права собственности в муниципальное образование города Ленска уходило около 90 дней. Сейчас механизм усовершенствовался. Квартиры сразу оформляет городская администрация. Есть сложности частного плана. Порой члены семьи не могут договориться между собой, какую квартиру хотят и вообще квартиру ли или компенсацию. Так жильцы дома по Пролетарской 28Б почти все определились. Нерасселенных квартир осталось мало. Только наш один подъезд, получается, тот подъезд пустой уже. Кто деньгами взял, кто это взял. У нас тепло, нам все у нас это устраивает. Конечно, хотелось в новом доме, раз это я вторично не хотела, надо было, так мы бы так бы взяли вторичный. Вот. Не знаю, что будет, где-то тут. Тем временем уже не за горами расселения нового этапа 2020-2021 годов. А это 18 домов. Список уже известен. Это остатки аварийного фонда по улице Мелиораторов, Объездной, а также некоторые дома в центральной части города. Мы сегодня выбрали приоритетные кварталы
с аварийным жилфондом в центре города, которые мы планируем, скажем так, расселить в течение ближайших года-двух, для того, чтобы у нас появились земельные участки в центре города, обеспеченные всей инженерной инфраструктурой. С жильцами этих домов уже проведено собрание, и они определяются с выбором механизма программы. Пока с объемами программы переселения справляется и городская администрация, и застройщики. На сегодняшний день таковой один ЗАО «Три семерки». Но не за горами самые сложные этапы, где в год надо будет расселять по 40 с лишним домов, что более чем в 2 раза больше первых 2 лет и все первые пятилетки предыдущего этапа. Финансирование программных мероприятий рассчитано на 5 лет. И, скажем, от 19, 20, 21 год там сумма финансирования небольшая, в пределах 800 миллионов рублей. А, скажем, 22 года, это 22, 23, 24, у нас там объемы финансирования достаточно большие. По 2 миллиарда 200, 2 миллиарда 400. У нас есть понимание того, что правительство исходило из того, чтобы вот за эти 3 года мы могли подготовить земельные участки, отторговаться, скажем, и подготовиться к тому, чтобы можно было эту программу реализовать. Сколько домов еще надо будет построить, пока неизвестно, ведь участники программы самостоятельно выбирают механизм реализации. Но уже известно, что возводить их будут в центре города. Комфортные условия проживания – это главный залог того, что отток населения, который в последние годы растет в геометрической прогрессии, все же снизится. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Число семей, которые смогут получать пособие на первого и второго детей, увеличилось с этого года. Дело в том, что изменился критерий нуждаемости в этих выплатах. Если в прошлом году на них могли претендовать семьи, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного человека в регионе на члена семьи, то начиная с этого года семьи, имеющие доход не больше 2-кратного размера на человека. Напомню, что данное пособие выплачивается в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте. Человек имеет право подать заявление на получение этих выплат в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка. В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры. Кроме того, вступает в силу федеральная льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида – жилого дома, квартиры, комнаты или гаража. Условие: недвижимость не должна использоваться в предпринимательской деятельности. Об этом уточняется в сообщении Федеральной налоговой службы. Изменения коснулись и выплат пенсионерам. С 1 января проиндексированы страховые пенсии всех неработающих якутян на 6,6%. Так, у пенсионеров средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 1444 рубля и составил 21 522 рубля. Сегодня по всей Якутии более 270 тысяч получателей пенсии, а январское повышение коснется 138 тысяч неработающих пенсионеров. Увеличение страховой пенсии идет уже по заранее фиксированному индексу. Если раньше уровень индексации был привязан к уровню инфляции, который складывался за предыдущий период, то начиная с этого года и предстоящие 5 лет ожидаются фиксированные размеры индексов. Индексация будет касаться только для неработающих пенсионеров. Также у нас ожидается повышение ежемесячных денежных выплат. Это будет у нас с 1 февраля. С 1 апреля у нас будут повышены пенсии для получателей социальных пенсий. Что касается работающих пенсионеров, то по пенсионному законодательству с 1 августа у нас назначена корректировка по результатам уплаченных работодателем страховых взносов на счет застрахованных лиц. Вырос и минимальный размер оплаты труда в Якутии. Таким образом, минимальный размер оплаты труда для работников организаций, финансируемых из госбюджета Якутии, с учетом районных коэффициентов и максимальной северной надбавки, составит до полярного круга 30 325 рублей, за полярным кругом 33 964 рубля. А для работников организаций и предприятий внебюджетного сектора экономики, а также финансируемых из федерального бюджета, применяются
районные коэффициенты сверхустановленного минимального размера оплаты труда, но не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения республики за третий квартал 2019 года. Это 18 443 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития республики. Трансформация службы занятости населения должна повлиять на сокращение числа безработных. Такую задачу сегодня перед собой ставит правительство республики. И открытие первого на Дальнем Востоке фронт-офиса «Моя работа» должна помочь этой задаче. О том, как будет выстраиваться эта работа и каким образом правительство региона еще помогает гражданам трудоустроиться, материал Ульяны Шагиной. Новый фронт-офис – это обновленный центр занятости населения Якутска. Его главная цель – чтобы человек в поисках работы получил не только банк вакансий, но и целый комплекс различных услуг для своего трудоустройства. Гражданин, который ищет работу, заходя к нам в офис, да, то сразу же в глаза что бросается? Бросается в глаза, что все это открыто. То есть наши уже инспектора-кураторы сидят, они в открытом доступе. Также здесь идет консультация в ресепшене, вот «Моя работа», да, видно. И также вот посмотрите, пожалуйста, вот веб-портал есть «Работа в России». То есть человек, приходя к нам, может самостоятельно посмотреть все наши вакансии, которые есть в центре занятости. Александра Махарова ищет работу. В этом году получила специальность юриста. В поисках работы впервые обратилась в фронт-офис и теперь делится своими впечатлениями. Первое впечатление было, конечно, приятное. Сразу подошли, помогли, подсказали. Я вот жду свою очередь. Ищу работу. Сегодня в первый раз пришла. Только в столице на учете в целях поиска подходящей работы сегодня состоит более 1600 человек. Из них 1200 считаются безработными. По республике эта цифра достигла 34 тысяч. И трансформация службы занятости должна еще больше повлиять на сокращение этой статистики, считает глава региона. Если раньше служба занятости ассоциировалась и во многом сейчас ассоциируется, знаете, вот с такой социальным учреждением, с обесом определенным, то сейчас мы рассматриваем службу занятости как такой кадровое агентство, как связующее звено между работодателями и теми, кто желает себя на той или иной работе уже использовать. С этой точки зрения вот открытие этого офиса как раз один из таких серьезных шагов в направлении такой трансформации. Одним из примеров такого нового подхода к службам занятости является кратное увеличение числа трудоустраивающихся, к примеру, в промышленные предприятия региона. Все крупные работодатели нашей республики, это не только государственные организации, но и наши горнодобывающие, нефтегазовые компании, они все уже подают свои вакансии сюда через службу занятости. И жители Якутска могут абсолютно спокойно трудоустраиваться и трудоустраиваются такие организации, как Алрус, Якутскэнерго, Колмар, наши нефтяные и газовые компании. Это очень важно, это очень нужно. Между тем, 35% обращающихся за поиском работы горожан – это молодежь до 30 лет. Но в силу их мобильности и молодости трудоустраиваются примерно 77% от общего количества обратившихся. Закончил образование среднее первое свое на автомобильного машиниста автокрана. И сейчас в поисках работы. Сейчас у меня как нет стажа работы, поэтому немножко затруднительнее искать мне работу, сами понимаете. Вот. А так, впрочем, без работы я не останусь в любом случае. В рамках нашей госпрограммы мы такие меры реализуем, в частности общественные работы. Это самозанятость, это занятость детей во время школьных каникул, это профориентация, это самопрезентация и различные другие социальные адаптации, различные другие психологическая поддержка. Все эти мероприятия сегодня реализует служба занятости населения. Она является очень востребованной. Для молодых безработных при офисе работает молодежная биржа труда. Таких проектов в регионе страны только 3 – в Москве, Санкт-Петербурге и Якутске. Благодаря этому сейчас 35% трудоустраиваемых через службу занятости граждан – это наша молодежь в возрасте до 30 лет. Это очень хороший показатель. Мы уверены, что будем его и дальше наращивать. Во фронт-офисе можно получить целый спектр государственных услуг, среди которых не только содействие гражданам в поиске той или иной работы, но и профессиональное обучение, а также дополнительное профессиональное образование.
Направление на профессиональное обучение и на профориентации и так далее, все это идет в открытом доступе. То есть, значит, человек пришел, он получил все качественно эти государственные услуги, он какие вот желает, да, и, конечно же, самое главное, это результат, это трудоустройство. Выходу из финансового затруднения граждан оказывает содействие и бизнес-школа, которая помогает безработным открыть свое дело. Каждый год количество людей, которые мечтают не просто найти работу, а стать полноценным работодателем, только увеличивается. Есть конкретные примеры. Вот у нас в прошлом году была программа 45+. На наше удивление пришли учиться туда сотрудники МВД, которые раньше уходят на пенсию, чем обычные граждане. И они полны сил, достаточное количество опыта. И вот этот курс, он очень хорошо себя зарекомендовал. У нас уже сейчас появилась якутская лапша быстрого приготовления. Это наши выпускники. У нас есть туристические объекты, которые открыли выпускники акселерационной программы по направлению туризм. То есть мы в этом году уже начинаем гордиться теми нашими первыми выпускниками 2019 года. В республике достаточно программ, которые помогают населению трудоустроиться. И если вы не можете найти что-то по образованию, всегда есть шанс пройти переобучение. А подобные институты всегда готовы протянуть вам руку помощи. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Также в этом году заработала программа «Земский учитель». С 10 января по 15 апреля 2020 года Минобрнауки Якутии начнет принимать заявки от претендентов на вакантную должность в сельские школы республики. В программе смогут принять участие учителя в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Они должны быть готовы к переезду и отработать в сельской местности не менее 5 лет. Уже в мае будут определены те педагоги, которые переедут работать в сельские школы и получат единовременную компенсационную выплату в размере 2 миллионов рублей. С перечнем вакантных должностей по программе «Земский учитель» можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки республики. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и буквально через минуту продолжим. Не переключайтесь. С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Что изменилось? Первый на Дальнем Востоке ангиографический кабинет открылся в столице региона. Мы продолжаем. С 1 января в муниципалитетах вступили в силу дополнительные полномочия по работе с безнадзорными животными. Теперь убивать их запрещено. Но какие существуют альтернативы и как обезопасить граждан от агрессивных животных, передает Марфирина Алексеева из Мирного. Жители уже неоднократно обращаются в администрацию города с просьбой решить проблему бродячей стаи в районе улицы Комсомольская и по Ленинградскому проспекту. Администрация комментирует, что за прошлый год в этом районе отловлено 15 безнадзорных животных, однако снижение численности собак не наблюдается. На что администрация сделала вывод, что указанные животные прикармливаются неизвестными лицами. В этом году ситуация усугубится, считают специалисты, так как теперь безнадзорных животных не будут отстреливать. Отныне действуют четкие инструкции. Собаку надо поймать, причем фиксируя отлов на видеокамеру, стерилизовать, вакцинировать и держать в приюте 20 дней. Если собака агрессивная, то вовсе содержать ее до естественной смерти. В связи с этим в городе остро встал вопрос о создании мест для содержания бездомных животных. Никто из предпринимателей не хочет браться за это дело. Упрашиваю, чуть ли не знаю, там, какими методами я их уговариваю. Никто не хочет этим заниматься. Много у нас этих волонтеров, контролеров, которые начинают искать какие-то подвохи. И все, и вот этих бедных людей, этих охотников, и колеса им режут, и стекла им бьют, и так им угрожают. И они говорят, мы ни за какие деньги не хотим этим заниматься, какие бы они ни были. Хоть в 3 раза умножьте, хоть сколько бы. Не хотим, мы хотим жить спокойно. С одной стороны, у закона гуманная цель – защита животных. С другой – жизнь ребенка важнее, подчеркивают горожане. Я помню, мою дочку даже кусали через шубу. Это кидались. Она сейчас вроде они как бы не кидаются на людей, но все равно опасно. И очень много бывает собак. И вот у меня внук из школы ходит и всегда боится. И я его встречаю из школы.
Возможно, проблема с бродячими собаками останется нерешенной, а скорее всего даже усугубится, считают жители. Время покажет. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В столице республики ситуация с безнадзорными животными тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Особенно жаркие споры в последнее время ведутся вокруг столичного пункта передержки животных. Согласно новому законопроекту о бездомных животных, в частности собак агрессивных пород, нужно содержать в приюте пожизненно. Остальных собак нужно стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. Какие уже есть результаты и как отреагировали на новшества защитники нашей республики, разбиралась Полина Долинская. Ситуация с бродячими собаками, несомненно, больной вопрос для республики. По статистике, только в Якутске каждый день бродячие собаки нападают на 3 человек. А это более 1000 жителей в год. И при этом каждому после этого требуется помощь врачей, длительное лечение и психологическая реабилитация. Серьезная попытка цивилизованно решить проблему была предпринята только в 2015 году. В Якутске тогда открылся первый пункт передержки безнадзорных животных. Построило его муниципальное предприятие «Жилком сервис», закрепив за собой право на дальнейшую эксплуатацию. На сегодняшний день в пункте передержки бездомных животных содержится более 190 собак и 23 кошки. По словам работников пункта, каждый год с закрытием дачного сезона число обездоленных братьев наших меньших увеличивается и в осенний период достигает до 300 особей. Администрация прежде всего ставит вопрос о безопасности и комфортном проживании наших граждан города Якутска. И в связи с чем город Якутск также будет оказывать всяческие содействия в данном вопросе. И я думаю, муниципальное наше предприятие «Жилкомсервис» также будет принимать участие в конкурсе, уже проводимом не нами, а департаментом ветеринарии по содержанию и отлову данных безнадзорных животных. С 1 января 2020 года федеральный закон об ответственном обращении с животными вступил в силу. Согласно этому законопроекту предусмотрено строительство приюта для пожизненного содержания бездомных животных, в частности собак агрессивных пород. Остальных собак будут стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. Полномочия по отлову и содержанию бездомных животных Якутска передали в ведение республики. И только за 2019 год в Якутске выловили более 4000 безнадзорных животных. Для городского пункта передержки такое количество животных, конечно же, превышает нормы. И тут же администрация города заявила, что не может справиться с этой работой. И предложила некоммерческим организациям взять на свое обеспечение приемник, объявив при этом грант. А скажите, вопрос такой. Мэрия готова выделить земельный участок просто для того, чтобы частное предприятие инвестировало в него, построило само объект, само его содержало на коммерческой основе? Вот вопрос очень хороший, потому что согласно новому законодательству приюты могут быть государственными, муниципальными и частными. На данный момент приемник находится в ведомстве Жилкомсервиса, и, как сказали в мэрии, они оказывают услуги содержания в рамках бюджета, которых явно не хватает не то чтобы на нововведение в федеральном законе, но и на минимальные нужды, такие как медикаменты и даже сено для подстилок. Но, тем не менее, Жилкомсервис – это единственная организация, которая подала заявку на участие в гранте, результаты которого будут объявлены 13 января. Это зависит от хозяев, которые берут на себя ответственность о их содержании своих питомцев. Надо, как говорится, держать на контроле, потому что на детей же нападают. Наверное, правильно стерилизовать бездомных собак в городе. Лучше бы создавали бы приюты, которые были бы надежные для собак, надежные для людей, потому что, мне кажется, они будут еще озлобленнее, если их будут чипировать и отпускать опять на волю. Основная проблема ежегодного увеличения количества брошенных животных – это люди, которые, наигравшись, сами же и выбрасывают на улицу бывших любимцев. Экзюпери еще в 20 столетии сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Почему же в 21 веке это больше не работает? Полина Долинская, Григорий Николаев, Якутск.
Согласно отдельным положениям Федерального закона об ответственном обращении с животными, с этого года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород. Список таких пород собак ранее был утвержден правительством России. Свободно прогуливаться такие животные могут только на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе. Данные потенциально опасные собаки должны содержаться, во-первых, должны в общественных местах находиться рядом с владельцем, на коротком поводке, с намордником. Должны обеспечиваться такие условия. Также свою территорию и собственность должен при входе установить табличку, запрещающую о том, что на данной территории содержится потенциально опасная собака. Тем временем глава Якутии Айсан Николаев принял участие в открытии первого на всем Дальнем Востоке ультрасовременного ангиографического кабинета и ознакомился с работой обновленного травмпункта. Более подробно расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Первый аппарат, который был приобретен 9 лет тому назад для регионального сосудистого центра, сегодня, несмотря на свой стаж работы, все еще функционирует, но уже дает сбои. На старом ангиографе мы провели около 33 тысяч исследований и операций. 3 года наша установка работала без перебоев, без простоя. Потом уже начались проблемы, то есть ежегодный простой аппаратуры. Данная техника является жизненно необходимым. И вот в связи с этим стал вопрос приобретения нового аппарата для нужд медицинского учреждения. Специально для этого здесь полностью провели ремонт. И буквально с нуля здесь создали новый кабинет ангиографии, где был установлен новый аппарат. Новый ангиограф стоимостью 53 миллиона рублей практически идентичен со старым аппаратом, который находится здесь, в соседнем кабинете, по своим методам диагностики. Но в отличие от него он более гибкий и более функциональный. Вот этот идентификатор цифровой, он может здесь во время хирургического вмешательства передвигаться по столу, а идентификатор сам он может двигаться на 360 градусов. По сравнению со старым ангиографом, новый аппарат имеет меньше проводов, что тоже, как говорят врачи, очень удобно. Отметим, что данную технику приобрели в рамках реализации федеральной программы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие заболевания молодеют, их много очень. С чем это связано? Связано с многими факторами, с урбанизацией населения, с питанием населения и генетическими факторами. То есть такие заболевания, как сахарный диабет, в последнее время очень увеличилось. И последствия вот таких заболеваний приводят к инфарктам, к инсультам. С открытием второго кабинета в региональном сосудистом центре можно будет выявлять заболевания на ранних этапах. Также это даст возможность увеличить поток пациентов, что обеспечит бесперебойную работу. Бывает так, что поступает одновременно несколько пациентов. И, например, от первого поступившего мы подаем на коронарографию, и в это время ангиограф занят, второй пациент. Бывало так, что редко, конечно, но приходилось ждать. Сейчас такого не будет. Сейчас мы можем использовать 2 ангиографа одновременно. В рамках своего визита руководитель региона Айсан Николаев ознакомился с работой нового аппарата. Он отметил, что благодаря таким современным технологиям будет упрощена работа врачей в плане как диагностики заболеваний, так и их лечению. В результате проведенных конкурсных процедур ангиограф удалось купить значительно дешевле, порядка 54 миллиона потрачено. При этом на сэкономленную сумму закуплены также 6 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 30 специализированных кроватей, аппарат УЗИ куплен также современный переносной. Всего порядка 50 различных единиц медицинского оборудования, только на сэкономленные от этого конкурса деньги. На презентации
презентации нового аппарата министр здравоохранения региона также сообщила главе республики, что в этом году в ряде районов Якутии также будут закуплены новые медицинские оборудования. Буквально в конце года у нас вышел указ главы по оказанию специализированной медицинской помощи на территории республики, где конкретно прописаны мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг и развития любой специализированной помощи на нашей территории. Мы сегодня посмотрели ангиографический аппарат, который оснащен республиканской больницей номер 2. Также у нас в планах по оснащению промышленной зоны, в частности, это город Мирный и город Нерингри. Помимо ангиографических стоек, мы, допустим, в Мирном планируем закупить магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф. Буквально вот в начале этого года поступит в город Мирный, поэтому мы считаем, что именно благодаря такой высококачественной диагностике у нас поднимется и уровень оказания медицинской помощи, и все это будет работать на благо нашего населения. Также в рамках своего визита в медучреждение глава региона осмотрел обновленный травмпункт, который в июле прошлого года из ведения медцентра города перешел в состав республиканской больницы номер 2. Мы расширились, нам отдали второй этаж. Сейчас уже ремонт подошел к концу, тут финальные штрихи остались. Ну, в плане того, что удобно стало однозначно и для врачей, и для пациентов. У нас уже практически нет столпотворения. Сейчас уже будут устанавливаться лифты с первого на второй этаж, и уже вот с нулевого уровня, скажем так, наверх на лестницу будет подъемник специально делаться, потому что тоже по этой лестнице людям больным, с переломами и так далее, конечно, всегда очень сложно подниматься, очень много всегда нареканий в этой части бывает. Вот эти работы все будут завершены где-то в течение месяца. Мы надеемся, что к 1 марта у нас травмпункт уже полностью весь оснащенный, начнет работать полная мощность. В целом глава региона отметил, что эти работы должны существенно повлиять на качество оказываемых медицинских услуг. А республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицины, станет передовым медицинским учреждением не только региона, но и всего Дальнего Востока. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Якутия, день за днем. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и сразу после рекламы обязательно продолжим. Добро пожаловать в прошлое. В столице открылся новый ретро-музей. Жить неделю в палатках в самые морозы. В республике стартует уникальный проект для туристов-экстремалов. Мы продолжаем программу. Якутия вступила в федеральный проект «Юнармия. Наставничество», который должен помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Главная его задача – помочь определиться подросткам со своими целями на будущее. В рамках этой программы воспитанники Республиканской коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве встретились с космонавтом, героем России и руководителем движения «Юнармия» Романом Романенко. О чем спрашивали ребята знаменитого космонавта и об особенностях федерального проекта «Юнармия. Наставничество» узнавал Максим Кардозу. О, здравия желаю. Молодец. Вот видите, какой подход. Все нормально у вас? Да. Я рад вас видеть. Уже спасибо. Все юноармейцы, молодцы. Мы в музее космонавтики были вчера. Мы видели вас. Да. Видели. Да? Вчера на фотографии смотрели. Вы в костюме. Нам рассказывали. Ну да, обычно я в шортах, но там в костюме. Мальчишки и девчонки буквально завалили героя России и космонавта Романа Романенко вопросами. Большая их часть была посвящена, конечно же, космосу. Сложно было вам стать космонавтом? На самом деле очень сложно. Нам было интересно узнать, когда он полетел в космос и как они вели себя в космосе. Эта встреча была организована в рамках федеральной программы «Юнармия. Наставничество», где под шефство берутся дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. И наши ребята, они будут выступать как наставники, как учителя, как друзья, для того, чтобы воспитанников школы-интерната вовлечь в нашу работу, для того, чтобы они, когда уже станут взрослыми, они смогли свободно ориентироваться в пространстве, чувствовать себя гражданином, иметь свою определенную позицию, активную жизненную позицию, для того, чтобы уже выбирать, определяться своими будущими профессиями.
Эти ребята из якутской коррекционной школы-интерната, где все воспитанники с особенностями развития. И кажется, что им такая поддержка просто необходима. В прошлом году все они вступили в юнармию. Их отряд носит имя воина-якутянина Филиппа Лобанова. После вступления в юнармию они себя чувствуют намного спокойнее, раскованнее. Они считают, что вошли в большую дружную семью юнармейцев и чувствуют свою огромную гордость за себя, за свою школу и вообще за всю Россию. Проект «Юнармия наставничества» стартовал в 2018-м и объединил 30 школ-интернатов по всей стране. И вполне вероятно, что в Якутии в этом году детей, которые захотят присоединиться к движению юнармии и оказаться частью этой большой семьи, станет только больше. Максим Кардозу, Джур Березкин, день за днем, Москва. Окунуться в атмосферу прошлого века и вспомнить детство. У жителей и гостей столицы появилась такая уникальная возможность с открытием ни на что не похожего музея ретро-техники. Предметы быта, игрушки, мебель, ну и, конечно, автомобили. В атмосфере 20 века побывал Александр Хавренко. Автомобиль «Волга». Именно на этой машине первый президент республики Михаил Николаев ездил на работу. Легендарный Паккард 1940-х годов выпуска. Легенда ретро-автомобилей. Ну и знаменитая Моргуновка. Автомобиль-герой ни одного фильма Леонида Гайдая. Все это и многое другое можно увидеть в музее ретро-техники, который не так давно открылся в нашем городе. Основная часть экспозиции – это, конечно, автомобили. Отечественные и иномарки. Легковые и грузовики, бюджетные и представительского класса. Это музей ретро-техники, созданный по инициативе компании «Крансервис». Вот здесь находится около 40 автомобилей, частных коллекций и частных собраний различной техники, теле, видео, фото и прочей. Задумывался музей именно для показа автомобилей, но со временем его создатели вышли за рамки одних только машин, и теперь там размещены стенды с вещами ушедших эпох. Мебель, игрушки, утварь, начиная от царских времен и заканчивая поздним советским периодом. Но главными героями все равно остаются автомобили. Люди старшего поколения, глядя на них, вспоминают молодость, а молодежь получила возможность увидеть экземпляры, которые вряд ли когда-либо встретятся на улице. Ну, здесь есть редкие модели. Например, «Волга», выпущенная около 100 штук. Полноприводный «Москвич», например. «Волга» медицинская, которая очень мало сохранилась. Автомобильная часть основная собрана группой энтузиастов, которая занималась этим около 20 лет. Ну и плюс частные владельцы. Кто-то одну машину выставил, кто-то 2-3. Большинство машин на ходу, готовые выехать в любой момент, на любой праздник городской. Ну, у нас еще машин в 2 раза больше не готовых, в планах их восстановления и в последующем экспонировании здесь. По словам организаторов музея, в городе еще в 2 раза больше ретро-автомобилей, чем сейчас находится на выставке. И идет активная работа по их восстановлению, и в скором времени музей пополнится новыми экспонатами. А значит, каждый раз, приходя в музей, горожане будут открывать для себя что-то новое. Александр Хавренко, Джилустан Николаев, Якутск. Не успели закончиться новогодние выходные, как многие уже с нетерпением ждут следующих. В феврале россиян ждут 3-дневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Отдыхать будем с субботы 22 февраля по понедельник 24 февраля. Кроме того, 3 выходных дня ждут российских граждан с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. После этого следующие длинные выходные ожидают только в мае. 12 января стартует проект «Покорители холода». Участники-добровольцы на протяжении 7 дней будут измерять самую низкую температуру на территории республики. Подготовка к проекту велась почти год. Из 8 желающих принять в нем участие только 4 смогли приехать в экспедицию. Все из разных регионов страны. Экстремалы уже прибыли в Якутию, прошла последняя подготовка. О настоящих покорителях холода в материале Саргаланы Неустроевой. Наталья Белякова была одной из первых, чью кандидатуру выдвинули для участия в экспедиции. Будучи единственной девушкой в команде, она принимает это как вызов, сможет или нет. Страха перед неизведанным не скрывает, но чувство ответственности сильнее. Говорит, справиться ей помогут эмоции, которые девушка ощутила во время последнего визита в Якутию.
я, в принципе, понимала, какая погода мне предстоит. Да? Я сопоставила уровень влажности, который есть в Петербурге, с уровнем влажности, который есть у вас. Поняла, что, в принципе, это возможно. Ну и, конечно, самый важный момент, я познакомилась с теми людьми, которые горят уже больше года, да, этой экспедиции, готовят ее. Это люди, которым я абсолютно доверяю. Поэтому я морально настроилась, купила несколько дополнительных пуховиков, и вот я здесь. Эти люди, к удивлению многих, не надеются на теплые деньки. Как уверяют экстремалы, к холоду они готовы как никто другой и к высоким температурам не стремятся. Тем более на кону лежит честь стать последним свидетелем экстремально низких отметок ртутного столба. Будем работать практически ровно неделю там. Лагерь будет подготовлен оленеводами верхоянскими. Они, скорее всего, вот уже 10-11 января должны прибыть на место лагеря, поставить палатки, вот, которые снаряжение мы готовили. Уже, кстати, они сегодня мне звонили со спутникового телефона. Уже поставили одну палатку и очень хорошо ее оценили. С собой в экспедицию экстремалы возьмут заранее приготовленные традиционные якутские блюда. Большинство из них сделаны из рыбы и мяса. Это обязательно для выживания в условиях вечной мерзлоты. Даже так называемые снеки, легкий перекус – это мелко порезанная вяленая оленина. Караси фаршированные, замороженные, лепешки, блины фаршированные, пирожки, значит, и, конечно, сыроедение. Это главное, это вот строганина у нас. Это у нас печень жеребенка, танцик, мясо жеребенка. Это все мы будем нашим гостям показывать. Вот нашу северную кухню. Экипировка покорителей холода шилась на заказ. Все из натурального меха и овчины. Как признаются организаторы, самым сложным было найти валенки для одного из участников проекта. У него 48-й размер ноги. В остальном покорителям помогали местные производители. Поэтому верхняя одежда участников будет максимально колоритна и пропитана духом якутской зимы. Следующее участие в 2021 году, уже плановая экспедиция, она будет проходить полностью за счет средств участников. То есть это будет идти как коммерческий проект с привлечением науки. Этот проект поддерживается Русским географическим обществом. Там тоже будет поддерживаться и в финансовом плане также. Вот. И все дальнейшие проекты, которые будут идти в 2021, 2022, 2023 году, они все будут полностью на коммерческой основе за счет средств самих испытателей, покорителей холода. Палатка, в которой будут жить участники проекта, уже прошла испытания. За основу в ее приготовлении взяли автоодеяло, а в качестве прототипа послужила традиционная двускатная палатка оленеводов. Внутри топят печь, и даже проблему с холодным полом удалось решить. Температура внутри такой палатки превышает 20 градусов. Сейчас ее уже установили на базах в Аймеконе и Верхоянске. Такой охапки нам хватило фактически со вчерашнего где-то часов с 5 вечера до сегодняшнего дня, вот еще мы остатки, это получается фактически на 12 часов нам хватило. Но это, я считаю, нормально. И регулируем вот за счет поддувала. То есть тягу больше, меньше делаем. Цель покорителей холода – продвижение и развитие туризма в Якутии. Аналогов этого проекта не существует. Это единственный уникальный опыт проведения подобных экспедиций. По словам организаторов, покорители окупят себя уже через 2 года и без сомнений станут площадкой экстремального туризма во всем мире. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Григорий Николаев, Якутск. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.